Добрый день и спасибо за то, что нашли время. Давайте начнем с войны. Почему началась война и кто в ней виноват? Сейчас искать виновных очень сложно. Война в Таджикистане началась из-за того, что, как все другие конфликты, я думаю, что не обошлось без внешних сил. И кому-то не нравилось, что Таджикистан может превратиться в единственную страну в Центральной Азии со свободным правительством, независимым правительством, где различные политические партии могут участвовать в правительстве, в парламенте. И этот демократический оазис в Центральной Азии не входил в плане других региональных игроков. Например? Тогдашней России, Узбекистан. Особенно Ислам Каримов. Мне кажется, что ему удалось убедить Ельцина в том, что без военного вмешательства в Таджикистане не обойтись и поменять власть не удается. Вот они отправили туда спецназ бывших воинов, интернационалистов, которые после Афганистана... А в чем же резон Ельцина-то был? Он же, наоборот, сам демократ и строил демократическое государство. Мне кажется, что у Ельцина была сложная ситуация, потому что он понимал, что в Таджикистане есть демократические изменения, перемены. Тем более, что многие партии в Таджикистане поддержали его, многие были против ГКЧП, и Ельцин это знал. Но тут сыграл важную роль, что во власть тогда вошли некоторые представители исламской партии. И тогда еще Ельцину было не до Таджикистана, не до Центральной Азии. Он отдал этот регион в распоряжение Каримова и своих силовиков, Грачева, министра обороны, и спецслужб. Я думаю, что это была его ошибка в том, что он поверил силовикам и Исламу Каримову. Москва испугалась представителей исламских партий? Я не думаю, что она испугалась, просто Ислам Каримов испугался больше, и не исламской партии. Кстати, там был всего-навсего один представитель исламской партии. Они просто все боялись, что Таджикистан может стать первым демократическим государством, а по принципу домино это перейдет, влияет на общую ситуацию в Центральной Азии, и они не могут управлять по-прежнему. Вы где в тот момент были и Я был понимали ли вы, что дело идет к войне в Таджикистане? Я был до 1991 года в Таджикистане. Я участвовал в первых протестных движениях. Как студент мы возглавляли студенческие протестные движения. Мы боролись за придание таджикскому языку статус государственного языка. То есть это было нормальное демократическое движение, молодежное, интеллигентное. В какой момент вы начали понимать, что дело идет к войне? Я, как сказали, я был за рубежом весь 92 год. Я наблюдал издалека, что страна идет к войне. Естественно, не только я издалека. Уже люди, которые находились в стране, они ничего не могли сделать, потому что решение уже было принято. Правительство национального доверия, которое тогда управляло страной, она оказалась неспособным дальше контролировать ситуацию, потому что она была уже изолирована со всех сторон. И не только партнерами по Центральной Азии, но и, как оказалось, потом и Россия предала это правительство, в том числе и Ельцин. Если бы не позиция Москвы, войны удалось бы избежать? Я думаю, что да. Потому что Ислам Каримов не решился бы так самостоятельно отправить войска в Таджикистан, потому что никто не был заинтересован в узбекско-таджикской войне. Как сказал Квачков, даже они решили не превратить эту войну таджикско-узбекской или таджикско-российской. И он в своем интервью сказал, что для того, чтобы оно выглядело как внутренний конфликт, как гражданская война, необходимо было найти правильных людей, правильных в кавичках, и вооружить их, и чтобы этот конфликт выглядел как таджикский конфликт. И это им удалось. Кто такой Квачков? Это полковник спецслужб Советского Союза, который воевал в Афганистане. Он мечтал и до сих пор мечтает о восстановлении Советского Союза. И они решили, как он сейчас говорит, начинать с Таджикистана, восстановить советский строй в Таджикистане, потом дальше двигаться в сторону Москвы. Но на самом деле он был, скажем, одним из элементов
механизм для осуществления других, более крупных планов. Не так-то просто взять человеку, приехать в другую страну, найти нужных людей, раздать оружие и начать конфликт. Но представьте себе, что Таджикистан только стал независимым государством, а все прошлое советское там сохранилось. И кадры, и контакты, и вооруженные силы. Выбор пал на Квачкова не потому, что он такой умный офицер, стратег, а потому что он возглавлял тогда подразделение, которое только вышел из Афганистана. Ребята были натренированные, они жаждали мести, крови, потому что они не могли терпеть то поражение, которое получили в Афганистане. Им надо было как-то все это компенсировать. И также вернуть это подразделение этих интернационалистов в Россию было достаточно опасно, потому что такая большая сила, которых контролировать сложно, скажем, где-то в Подмосковье или в каком-то области, довольно проблематично, поэтому они решили использовать эту силу там, где далеко от России. Я поэтому думаю, что выбор пал на Квачкова. А вместо него мог быть любой другой офицер. Это не меняло бы ситуацию. Правда, роль демократической оппозиции в разжигании и в поддержании войны? Нет, я думаю, что тут таджикская оппозиция и демократическая исламская оппозиция, она просто стала жертвой. Они просто хотели независимого Таджикистана. Был шанс избежать войны, если бы политики в Душанбе как-то... Да? Было несколько шансов. Мы из истории знаем, что несколько раз полевые командиры сидели, политики хотели договориться. Была встреча Сангака Сафарова, тогдашнего лидера Народного фронта, который, кстати, как раз был создан Квачковым с помощью Ислама Каримова. Была встреча в городе Харок с покойным председателем нашей партии, исламской партии, Устод Сайд Абдуллой Нури. И были несколько раз попытки договориться между собой. Но договоренность или мирное решение конфликта не входили в планы Ислама Каримова. То есть он хотел избавиться от правительства в Таджикистане, которое не будет играть по его правилам. А кто остановил войну? Тут надо отметить желание самого таджикского народа. Народ устал от войны. И тут не обошлось без помощи России и Ирана. Как только Примаков, тогдашний, сначала был он... насколько я помню, председателем СВР, службы внешней разведки, потом стал министром иностранных дел. Он все-таки убедил Ельцина, что дальше конфликт будет во вред России, и надо остановить эту войну. А как действовали вот Тегеран и Москва? Кто на кого давил? Там не было давления, просто была обоюдная договоренность. Ирану надо было достроить Бушерский АЭС, который начали российские специалисты. И они должны были где-то в какой-то точке найти общий интерес, а это оказался Таджикистан. Они очень хорошо там сотрудничали, и дальше пошло. Да, но как этот механизм сработал? Россия, Москва давила на Душанбе. Россия давила на Душанбе. На кого давил Иран? Иран и, кстати, Бурханиддин Раббани, тогдашний президент Афганистана Ахмад Шах Масуд, давили на таджикскую оппозицию. То есть все стороны были единого мнения, что надо остановить этот конфликт. Кстати, тогдашний замминистра иностранных дел России, господин Адамишин, он в своем последнем интервью сказал, что он прямо сказал Рахмону, что все, если не будете подписывать мир, не будет деньги и оружие. Тогда Рахмон вынужден был пойти на соглашение. Иначе бы он продолжал бы этот конфликт, если бы Россия не остановила. А вам что сказали? Иран что сказал? Я думаю, что здесь больше сыграл роль именно Ахмад Шах Масуд и Бурханиддин Раббани, и Иран, конечно. Иранцы хотели тоже мира в Таджикистане, а Талибан тогда наступал на Кабул, они почти захватили весь Афганистан. И Ахмад Шах Масуду, Бурханиддин Раббани и Ирану нужен был тыл, спокойный тыл в лице Таджикистана. Все эти обстоятельства, факторы сыграли свою роль, и в результате Таджикистан... А если бы не было давления со стороны Москвы и Тегерана, война бы продолжалась еще долго? Я думаю, что недолго.
сами таджики, они начали бы требовать мира. А что же Каримов? А Каримов, что он в последние годы отошел вообще от мирных. Он оставил Таджикистан, как оно есть. Он даже не приветствовал подписанные соглашения. Он, кстати, однажды пригласил лидеров оппозиции к себе в Ташкент. То есть он им прямо сказал, что я обиделся на Рахмона, тогда вы можете рассчитывать на мою помощь. Естественно, за какие-то уступки и благодаря тому, что лидеры таджикской оппозиции не пошли на сотрудничество с ним, то есть они ставили выше национальные интересы, он все-таки решил полностью оставить Таджикистан как есть и даже не вошел, Узбекистан не вошел в контактную группа государств, которые поддержали мирный процесс. Если говорить о мирном процессе, 22 года прошло с момента подписания мирного договора. Сейчас вы в изгнании, вашу партию называют в Таджикистане террористической. Что произошло? Произошло то, что Рахмон в какой-то момент решил оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и наша партия, другие политические партии, несмотря на то, что он подписал с нами общее соглашение о мире, он решил устранить всех конкурентов. И, кстати, вы себя вините в том числе в том, что произошло, потому что вы же были при власти? По этому соглашению. Меня лично или как партия? Да, мы должны признаваться в том, что были допущены ошибки, в том числе мы очень пошли на сильные уступки изначально. Например, когда по договоренности министром обороны Таджикистана должен быть представитель оппозиции. Тогда еще, когда у нас были вооруженные силы, Рахмон отказался от этого пункта. Он сказал, что нет, не отдам. Вопрос стоял очень острый. А как быть? Продолжать конфликт, воевать или все-таки уступить ради мира, спокойствия? Таджикская оппозиция должна уступить. И мы пошли на уступки. Второй момент, когда Рахмон хотел остаться у власти дольше срока, который обозначен в соглашении, опять мы пошли на уступки. Опять ради мира, спокойствия, ради национального единства. В какой момент произошла точка невозврата? В какой момент вы поняли, что вот все? Я думаю, что это был выборы 2010 года, когда по наблюдениям, по протоколам, которые у нас есть, мы победили на этих выборах. И Рахмон понял, что да, наша партия взяла большинство. Может быть, часть этих голосов были протестные голоса, но факт остается фактом. И после этого Рахмон понял, что если так будет продолжаться, он может потерять и президентские выборы. И тут появился протокол, так называемый протокол, секретный протокол Совета Безопасности Таджикистана под подписью самого Рахмона, который впервые был опубликован российскими ресурсами, интернет-ресурсами. И там Рахмон указывает всем силовым структурам и официальным ведомствам, как быть с нашей партией. И оттуда и начались все эти трагедии, поскольку власть решила, Рахмон решил менять ситуацию, избавиться от оппозиции, избавиться от нашей партии. Если вы победили на выборах, ваша партия уже не оппозиция, как же от вас можно избавиться? Нет, в любой диктаторской стране, авторитарный режим, мы победили на выборах, это не означает, что мы получили эти голоса официально. Нам дали официально около 10%. И мы вынуждены были считаться с этим. В противном случае опять война, опять конфликт. С чем связано то, что вы, когда были в таджикистанской политике, практически никогда не атаковали Рахмона, не критиковали его? Нет, то, что нас критикуют, что мы не критиковали власти Рахмона, находясь в стране, это неправда. Мы критиковали, да. Тон нашего разговора не был таким резким, как сейчас, это понятно. Но мы вопрос подняли тогда. То, что мы сейчас говорили в Душанбе. Еще один интересный вопрос. Вы никогда не баллотировались на пост президента. От вашей партии всегда на этот пост баллотировались малоизвестные люди. Немалоизвестный, кстати, наш первый кандидат был Давлат Худоназаров, председатель Союза кинематографистов СССР. Это неизвестный человек. А вторым кандидатом Ойнихол Бабаназарова, тоже правозащитница, декан юридического факультета Таджикистана.
и очень известная личность в Таджикистане. Почему я сам не выдвигался в кандидаты в президенты? Опять мы хотели объяснить народу, отправить месседж, что мы не хотим построения религиозного, теократического государства в Таджикистане. Даже несмотря на то, что у меня никогда не было планов построить теократического государства, сам факт, что лидер исламской партия идет на выборы, или отпугнет многих, или многие будут злоупотреблять этим. Использовать этот момент, что вот опять исламская партия хочет взять власть и построить исламское государство. Поэтому я вынужден был всегда отойти во второй план, выдвигать кандидатов от демократической партии, от независимых кандидатов и так далее. Не считаете ли вы, что вот именно эта осторожность или мягкость в политике привела к тому, что некогда крупнейшая политическая партия Таджикистана сейчас сколько? 1,5% на прошлых выборах. Даже не пришла в парламент. Знаете, у нас были ошибки, но общая стратегия, я думаю, что была правильной. Мы все-таки не допустили второго конфликта. Жертвовали собой, но не допустили второго конфликта. Была опасность. У нас была возможность выйти на улицу, у нас была возможность переломить ситуацию, но риск новый гражданский конфликт, вооруженный конфликт был очень большой. Выйти на улицу и начать гражданский конфликт – это разные вещи. Почему Нет, нельзя для было... Таджикистана, для Узбекистана выйти на улицу – это и есть начало гражданского конфликта. Тогда еще. Мы помним Андижан. Люди тоже вышли на улицу, и более 1000 жертв. А в условиях Таджикистана это обязательно было без жертв, потому что у нас есть опыт войны, тогда у многих осталось оружие, поэтому мы не решили выходить на улицу. Но сейчас ситуация меняется. После Грузии, после Украины, после Армении. Я думаю, что люди стали более опытными. Что сейчас происходит с вашей партией? Мы восстановили партию за рубежом. Было очень сложно. Я лично думал, что это займет больше времени, но оказалось, что нам потребовалось всего 1,5 года для того, чтобы восстановить работу, прийти в себе после этого шока. И мы создали сейчас Национальный альянс, коалицию 4 политических партий и движений. Сейчас мы больше выступаем от имени коалиции, не от имени партии Исламского Возрождения. И сейчас, я думаю, что это начало нового этапа, не только для нашей партии, для вообще всей таджикской оппозиции. Так что работа идет. Ну вот ваши оппоненты, кстати, обвиняют вас в том, что вы создали некий альянс за рубежом, сами же его возглавили. Там были другие кандидаты, были другие представители других политических партий. Если все решили, что на сегодняшний день коалицию должен возглавить именно я, почему бы и нет? Знаете, ну хорошо, если бы я не был лидером коалиции, я был заместителем, кто-то другой, что бы поменялось? Все-таки многие считают, что исламская партия самая сильная, самая организованная партия среди всех оппозиционных партий и движений. Ну и что плохого? Главное, какая у нас цель. Не кто возглавляет коалицию, а какая у нас программа, какая у нас цель и какой Таджикистан мы хотим иметь. Ваша партия называется партия Исламского Возрождения. Если вы придете к власти, куда вы поведете страну? То, что мы выбрали это название, Исламская партия, тогда еще в начале 90-х годов было модно. Там по всему миру, исламскому миру, появились исламские партии, движения, исламские банки. У нас было такое решение еще 10 лет тому назад, когда мы еще были легальной партией, менять название партии. Но потом все-таки решили, что это уже история. Нас приняли так, каким мы есть. Мы демократическая партия, по сути, с исламским названием. Международное сообщество нас так принял, Европа нас так признает, власть нас признает. Почему менять? Если мы, по сути, демократическая партия, как, например, христиан-демократическая партия в Европе. Поэтому не было тогда необходимости менять название партии. А сейчас такая необходимость, наверное, уже есть, и вопрос опять рассматривается. Но ваш вопрос, куда мы ведем страну? То есть, может быть, назовите какую-то страну, которая может для вас быть моделью. Я не знаю, Турция, Иран, Пакистан. Раньше, когда меня этот вопрос задавали, я всегда говорю, что, возможно, Турция может быть такой же моделью. При Эрдогане 10 лет тому назад, например.
Еще, может быть, малазийский опыт пригодится. Но сейчас я более осторожно отвечаю на этот вопрос, потому что то, что происходит в Турции, это уже не модель или пример для подражания. Я думаю, что у нас должен быть свой пример. Оно где-то ближе к опыту европейских государств, в том числе некоторые моменты из Турции, Малайзии и так далее. Но самое главное, что это должно быть демократическое государство, светское государство. И религия, она должна иметь такой же статус, как, скажем, в Европе. Христианство в Европе или, скажем, в Индии. Все основные религии Индии, они очень толерантно сосуществуют. Жизнь в Европе влияет на политические взгляды и на то, каким бы вы хотели видеть будущее Таджикистана? На меня нет, потому что я остаюсь при своем мнении, как был в Таджикистане, потому что я был знаком с европейским мышлением еще тогда. Я часто ездил сюда, я читал, я встречался. Но я чувствую, что мои коллеги, однопартийцы, они меняются. В лучшую сторону, кстати. То, что я не мог иногда им объяснить в Таджикистане, сейчас они понимают с полуслов. Потому что они видят... Становятся более свободны. Более свободными. Они видят результаты демократии. Как должна выглядеть свободная страна. То есть мне уже больше не надо объяснить долго, почему я хочу, чтобы Таджикистан был демократическим государством. Кто ваши партнеры? Все, кто заинтересованы в том, что Таджикистан был стабильным, развитым и демократическим, мы рассматриваем их как свои международные партнеры. А в Таджикистане все, кто действительно хотят видеть Таджикистан демократическим, они являются нашими партнерами. Мы очень хорошо сотрудничаем не только с оппозиционными партиями. Кстати, мы уже начали не напрямую, но косвенно восстановить контакты с частью сегодняшней элиты, которые тоже устали, которые тоже хотят перемен. И, кстати, в самой элите немало очень умных, порядочных людей, которые тоже стали жертвами этого режима. Поэтому мы рассматриваем их нашими партнерами. С Рахмоном вы встречались? Ну, естественно, после этих событий нет, но раньше, да. Было такое. Готовы с ним сотрудничать? С сегодняшним Рахмоном нет. Потому что он исчерпал себя как лидер, он уже не договороспособный человек, он показал себя несколько раз. Но с представителями его команды, которые мы считаем, что у них еще осталось человечности, порядочности, с ними возможно. Что происходит с вашими соратниками сейчас? Многие в тюрьме. Есть ли шанс у них выйти на свободу? Что лично вы делаете для того, чтобы их освободить? Шансы очень минимальные, но в последнее время появились некоторые надежды после того, как ООН, Комитет по правам человека, ООН, принял наше ходатайство, и мы имеем на руках сейчас 4 решения Комитета ООН по правам человека о том, чтобы таджикские власти немедленно освободили наших соратников. Кстати, не только моих заместителей, но и нашего адвоката Бзурмехра Йорова и другого опального политика Зайда Саидова. Вы видите для оппозиции шанс получить власть, и как может выглядеть этот путь? Шанс есть не только для оппозиции. Я думаю, что в Таджикистане есть, уже чувствуется, что, может быть, не в ближайшее время, но все-таки чувствуется, что народ устал. И есть шанс для реформ, для изменения. Это будет через оппозицию или в другом виде, я пока не могу сказать. Но как это выглядит, однозначно, что через выборный механизм это невозможно. Да, остается только протесты. Единственная наша задача – сделать все для того, чтобы оно было мирным, без крови, без насилия. По вашим ощущениям и оценкам, когда у вас появится шанс вернуться в Таджикистан? Это не так близко. Мы должны быть реалистами. Но и я не собираюсь оставаться в Европе надолго. Тут красиво, все хорошо, нравится, но моя родина Таджикистан, я должен вернуться туда. Не только я, все мы должны вернуться туда. И мы сделаем все для того, чтобы приблизить
как можно быстрее этот день. Спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо Было очень большое за интересно. интервью. Спасибо большое.